Дело в том, что 3 года назад, в мае 2016 года, тогдашний президент Петр Порошенко публично заявил о том, что будет конституционная комиссия, которая подготовит изменения, раздел 10 Конституции, а там, собственно, речь идет фактически только о названии. Да, вот АРК, но надо написать, что створена республика в Крыму на базе волеизъявления крымско-татарского народа о самоопределении, на базе того, что он коренной народ Украины. И я помню людей, которые мы были на Чонгаре, люди плакали просто, потому что никогда такого не было отношений от Украины за постсоветское время, нас гоняли, ты знаешь всю эту историю, да, и считали русских друзьями, крымстар врагами там потенциальными, сепаратистами, что они в Турции там хотят жить, бред всякий распространяли, да. И люди плакали, но потом слезы обсохли, и мы начали ждать, что же будет, да. В итоге ничего, были одни слова. Все 3 года до 2019 года. И так он не решился даже поставить свою подпись под наработками Конституционной комиссии, тем более внести. Он что-то боялся, я не знаю. Я прошу прощения за такую длинную речь, но просто это на самом деле накипело. У нас же обмен мнениями, на самом деле. Но и дело в том, что на самом деле это был бы такой серьезный удар по российскому вот этому русскому Крыму. Ты сам знаешь об этом, да, это легенда про русский Крым, которая полностью бредовая и брехливая. Но вот президент Порошенко не решился. Теперь у вас есть большинство такое. Я думаю, что с учетом союзников конституционное большинство тоже вполне себе возможно, да? Возможно ли такое, что новая Верховная Рада при поддержке нового президента, обсуждая изменения в Конституции, придет к 10 разделу и все-таки пропишет там право коренного народа Крыма и крымстатарскую автономию в составе Украины. И еще раз подчеркну, без всяких там прав на выход это нам не нужно, потому что если мы там будем одни, без Украины, нас там количеством задавят, знаешь, потомки какие. У нас, как ты знаешь, работает рабочий комитет, это такой прообраз комитета уже Верховной Рады. Мы хотим такой, чтобы был комитет Верховной Рады, комитет по оккупированным территориям, с 2 подкомитетами по Крыму и по Донбассу. И, собственно, секционно уже он работает. И у нас было секционное заседание, я туда ходил. Я, конечно же, по специфике своей деятельности буду очевидно вовлечен в работу другого комитета, который связан с информационной политикой, информационной безопасностью и свободой слова, как это не парадоксально звучит, но в смысле того, что информационная безопасность вроде как выражает свободе слова, моя задача сделать так, чтобы... Это абсолютно неправильно, это дихотомия невоенного времени. Да, слушай, мне все равно важно, чтобы мы не потеряли одно и при этом, все-таки эффективно защищались. Но я ходил, потому что это пересекающиеся вопросы, и вообще мы не замыкаемся в рамках одного комитета, мы постоянно, так сказать, ходим друг к другу, слушаем, кто где что обсуждает, кто какие инициативы готовит, и я хочу сказать, что на уровне этого подкомитета, конечно же, перспектива создания Крымской национальной автономии, она поддерживается. Так что, и мной, собственно, как ты знаешь, лично она поддерживается тоже. Я полагаю, что крымско-татарский народ это заслужил, прости за такое слово, да, я просто другого даже не знаю. То есть, понятно, что достоин, но в данной ситуации еще и, я думаю, что вполне уместно сказать, что заслужил. Заслужил своими подвигами своих представителей. Кстати, в том числе во время нахождения в составе СССР, заслужил своим абсолютно достойным, соответственным поведением во время массовой репрессии, депортации, да, заслужил потом своей работой по восстановлению Крыма, тех районов, где особо никто селиться не хотел, которые были там депрессивными, туда приехали крымские татары и все там с нуля поднимали. Я это видел своими глазами, потому что раньше в Крым ездил часто, видел какой там прогресс, и видел, как люди просто за несколько лет там из палаток поднимали дома, из палаток поднимали бизнесы, что называется, да, из шатров, по сути. Поэтому, конечно, вклад в экономическое развитие Крыма
крымских татар, его просто невозможно недооценивать. В общем, короче говоря, я полагаю, что я объяснил, почему я именно это слово употребляю. Да? Вот. И, конечно же, это было бы важным фактором, и позволил бы нам значительно усилить дипломатические наши позиции и расширил бы наши возможности общие дипломатические в вопросах давления на оккупанта, в вопросах защиты прав крымских татар и не только крымских татар, потому что, конечно, основной объект репрессий, да, это крымский татарский народ сейчас в Крыму, да, но там есть... и другие несогласные люди. Как известно, там есть другие несогласные люди, которые тоже страдают от политических репрессий. И в этом смысле, конечно, чем больше у нас будет возможностей, чем шире у нас будет представительство, то понятно, что мы тем больше сможем сделать и, так сказать, нашу позицию более эффективно защищать на уровне европейских партнеров и союзников, на уровне партнеров и союзников по всему миру. То есть это очень прям важно.